ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота – празднование 30-летия Ухтинского союза ветеранов афганской войны и событий в Чечне. Праздничные мероприятия начались с традиционного возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Черным тюльпаном в Афганистане называли борт с грузом 200. В Афгане и Чечне служили более 1000 ребят из Ухты. 12 из них так и не вернулись домой. Сегодня к обелиску возлагают цветы те, кто был там и знает о войне не из учебников. Война – это страшное слово. Особенно страшно, когда война происходит в мирное время. И когда молодые воины, выполняя приказ правительства, выполняют интернациональный долг, защищая интересы дружественных государств. К сожалению, тысячи молодых воинов погибли в этих боевых конфликтах. Многим эта война сломала жизнь. Но они с достоинством и честью выполнили свой долг и сохранили верные исторические традиции России. Торжественные мероприятия продолжаются у индустриального техникума. Сегодня на фасаде учебного заведения открывается 6 мемориальных досок. На черном граните изображены 6 портретов, юные лица ребят, погибших в Чечне. Все они были студентами тогда еще 30-го училища. Самый юный, Сергей Баранов, погиб 18-летним мальчишкой. За годы существования Союза ветеранов Афгана и Чечни таких досок в Ухте открыто более 30. Так те, кто выжил, чтут память ушедших, но на этом работа Союза не ограничивается. Ухтинская городская общественная организация «Союз ветеранов афганской войны» с момента его создания занимался прежде всего отстаиванием прав и социальных льгот участников боевых действий. Сначала это были только ветераны войны в Афганистане, затем, естественно, присоединились участники боевых действий в Чеченской Республике и других локальных войн и конфликтов. На попечении Союза находится 14 ветеранов с инвалидностью и 13 семей погибших ухтинцев. За годы солдаты и офицеры в запасе проводят порядка 100 уроков мужества в городских школах. И, конечно же, стараются донести всем, что забывать об этих войнах нельзя. Празднование юбилея общественной организации продолжается в Конгресс-холле УГТУ праздничным собранием-концертом.